Город мечты, вдохновение, хорошее настроение, заряд эмоций. Праздник каждый день, бодрость и позитив. С добрым утром из Алматы! Друзья, по прогнозам метеорологов, этот апрель будет очень богат на весенний звездопад. Второй месяц весны подарит наблюдателям звездного неба встречу с лиридами, потоков метеоров, которые летят от Веги, самой яркой в созвездии Лиры. Ого. С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 22 и 23 апреля 2023 года. По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 18 метров в час. Как отмечают астрономы, в 2023 году условия наблюдения метеоров благоприятны. Луна только прошла фазу новолуния и никак не помешает наблюдению метеоров. Радиант Лирид к полуночи располагается высоко над юго-восточным горизонтом и поднимается к утру все выше над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно будет наблюдать яркий метеорный Лирид всю ночь до рассвета. Да, а с 25 по 30 марта казахстанцы могут наблюдать парад планет. Так. Луна, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу. Какая прелесть. Так, я думаю, что нам нужны разъяснения. Что это значит? И можем ли мы загадывать желания во время апрельского звездопада? И во всем в этом разобраться нам поможет, конечно же, наш таролог и астролог Наталья Карнаухова. Она сейчас на прямой связи с нами. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Как же я рад вас видеть и слышать. Так, Наталья, мы вот здесь вот рассказывали и про Лирид, и про метеоры, и про парад планет. Ну давайте, что же Какое-то нас уникальное время, да, нас ожидает? Или сейчас Вообще апрель очень интересный. Помимо этих двух событий, есть еще события. Буду, конечно, обо всем рассказывать. По поводу звездопада, это 18 метеоров в час, это достаточно много. Мы можем смотреть на это будет заметно с нашей территории. А по поводу планет, которые выстроятся в дугу, парад планет, да, он тоже будет. Такого большого значения на нашу жизнь он оказывать не будет, но это очень красивое зрелище. Ну и, конечно же, будем загадывать желания и на звездопад, и на это красивое зрелище. Мы можем вкладывать новую энергию в нашу жизнь и запускать какие-то новые процессы. Но помимо этого еще есть значимые события в апреле, не менее значимые. Во-первых, это первое солнечное затмение, и оно будет гибридное. Это уникальное солнечное затмение, оно будет 20 апреля. В каком-то месте оно будет видеться как кольцеобразное, в каком-то полностью. С нашей территории это не будет заметно, но вот солнечные затмения как раз на нашу жизнь оказывают большое влияние. Вот, здесь может конкретно быть эмоциональная нестабильность. И вообще вторая половина апреля, она эмоционально может быть немножко напряженной, потому что сейчас Овен, и очень многие из этих событий будут как раз в Овне, а Овен — это начало, но это очень много энергии. Поэтому нам с вами нужно будет вторую половину апреля эмоции желательно держать под контролем. Но такие значимые события, конечно же, будут сдвигать нашу жизнь. Уже зависит от нас, куда мы будем двигать. Будем двигать ее в какое-то позитивное русло. Затем 21 числа начинается ретро-Меркурий. И здесь, конечно же, уже будут какие-то проблемы со связью, коммуникациями. Поэтому лучше все важные дела закончить до середины апреля. А вторую часть мы уже будем просто наблюдать за звездами и загадывать желания. Так будет оптимально. Какая прелесть. У меня вопрос такой. А для самих овнов вот этот тот самый апрель-то он какой будет? Для самих овнов вообще круглый год отличный, потому что это первый знак, они такие активные, что для овнов по большому счету весь год прекрасен. Но сейчас, так как сейчас день рождения в этом месяце, нужно, конечно же, сдвигать свою энергию, загадывать желания, прописывать какие-то моменты важные. Для овнов сейчас звездный час.
Вот Супер. так вот. Так что всех овнов будьте счастливы. Наталья, мы сегодня можем сделать расклад Таро? Традиционный наш. Конечно, конечно. Давайте на неделю, что нас ждет? Выбирайте колоду на неделю. Выбирай, Данечка. Мне нравится голубенькая, давайте. Вот. Бело-синяя. Хорошо. Хорошо. Отличная колода, 78 дверей. Нам покажет, насколько энергия на этой неделе открыта для нас. Итак, энергия на 78 неделю. дверей. Итак, Слушайте, дверь- супер. Вот Номер это прям один. звездопад натуральный. Посмотрите, 6 жезлов. Человек выходит, ему аплодируют стоя. Это То есть Даник, это что ли? значит, что абсолютная победа. Эта неделя может дать очень классную энергию для того, чтобы выигрывать судебные дела, хорошо выступать. Если какие-то конференции, выступления, на ура все пройдет. Отличная карта. Классно. Слушайте, Так, неделя ну и интересная. Очень Так, интересно. а на день, на сегодняшний На день? сегодня. А сегодня Паш Пентаклей. Отличный день для того, чтобы провести его с детьми, если есть дети. Также можно сегодня начинать обучение свое и детей. То есть, может быть, сегодня заинтересуется кто-то чем-то новым и начнет это изучать. И сегодня возможны небольшие финансовые поступления. Так О, что то есть держите Зарплата кошелек все-таки открытыми. придет. Ну, классно, так оптимистично, так столько надежды вы нам дали. Кто о чем, как говорится, а мы о работе. Добрый Спасибо день, огромное, Большое Наталья. спасибо. Пока-пока. До встречи В следующем эфире. Хорошего Я надеюсь, дня. что ваши советы помогут и нашим телезрителям, ну и нам. Слушай, мне прям понравилось по поводу того, что вот будет затмение солнца. Я еще сижу и думаю, никого я затмевать не собираюсь. Друзья, сегодня началась новая неделя. Это значит, что вас ждет новое предложение и призы от телеканала «Алматы». Следите за эфиром нашего телеканала и находите слово дня. К пятнице вам надо собрать целое предложение, отправить в дайрект страницы Алматы ТВ в Инстаграме, и победителя ждет пригласительный от торгово-развлекательного центра «Апорт» в аквапарк Майами на 2 персоны. Какая прелесть. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что же еще будет интересно на нашем канале. Не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем. Вот такая интересная информация. Недавно кот по имени Князь стал многодетным отцом очаровательных малышей. Но, как оказалось, он не был готов к такому вниманию котят. И, проведя час со своими детьми, просто перестал двигаться. Кот лежал на спине, подняв лапы кверху, а его глаза были выпучены от непонимания, что происходит вокруг. Он просто не двигался, а рядом лежали вдоволь наигравшиеся малыши. В таком состоянии князя застали хозяева и сняли его на видео. Вскоре к детям пришла мамаша, хотел сказать, кошка, и князь понял, что ему больше не надо сидеть с детьми, и сразу ожил. Ну, вот многие отцы сейчас, увидев это видео, тяжело и понимающе вздохнули. Кстати, в Алматы появился первый домик для кошек, куда вот так уставшие коты-папы, да и мамы могут приходить отдыхать. Давайте посмотрим, может, и я туда как-нибудь загляну. Ну, хотя бы твоя кошка. Отличная новость! Теперь в собственном доме от непогоды могут укрыться кошки и коты Алматы. В одном из дворов города установили теремок для бродячих животных. Не больше часа на установку, и бездомных кошек в этом дворе больше нет. Сам домик на балансе города и под защитой полиции. Их специально размещают под камерами. Вредителей найдут и накажут, предупреждают волонтеры. Пойдемте устроим обзор кошачьей квартиры. Справить новоселье здесь могут 8 хвостатых жильцов. Квартира внутри оснащена аж 2 этажами. Она стоит на ножках в целях безопасности, чтобы до кошек не добрались собаки, которых тут тоже очень много. А еще небольшой кошачий домик имеет дверцу, чтобы жители дома могли убраться в нем. Ну, насчет этого дома, можно сказать, то, что это довольно хороший проект, и он будет функционировать, думаю, всегда, если будут спонсоры и какая-то поддержка. И в целом это благое дело, и надеюсь, это будет, так сказать, развиваться дальше по Алмате, по Казахстану. Такому очень положительно. Конечно, животные – это существа Божии. Ну как их не кормить, не любить? Мы не имеем возможности дома кошку иметь из-за ребенка.
А так кормить мы, в принципе, где живем, у нас около магазина кошечки живут, там дети их все время кормят. Жалко же все равно их, конечно. Да. Ну да, лишь бы не было как бы от этого какой-то там пакости, грязи или еще что-то. Но кошечки, они же такие очень обособленные животные. Я хорошо, и детки бы их кормили и играли. Сама задумка, по идее, прикольная. То, что стоят для бездомных кошек дома. Еще, собирается уже не один. Я вот читал про этот дом вчера. То, что еще 10-15, да, собираются поставить по всему Медеевскому району. Интересно. Да, и, конечно, если бы я в этом доме жил бы, я там, когда рядом с магазином, допустим, проходил бы, я бы взял там, чего не жалко, и закинул бы. Невозможно не обратить внимание на символичный рисунок на домике. Художники действительно постарались. Мы узнали имя этого художника – Георгий Холландский. Благодаря ему домик идеально вписывается в колорит жилого дома. А на цокольном этаже вы можете покормить животных. В ближайшее время в районе построят еще 10 домиков для кошек, столько же для собак. В этом помогают волонтеры, местные власти и спонсоры. В момент съемки хвостатых жильцов застать не удалось, но нам сообщили, что одна кошечка уже обживается в доме. Слушай, замечательный у Дарьи Титор этот сюжет. Я об этом тоже уже слышала. Так что, Даник, если твоя кошка обидится на тебя, уйдет из дома, ей есть куда идти. Ну, это хорошо, у вас в Медеевском районе их начали устанавливать. У нас в Алмалинском, к сожалению, пока нет. Ну, будем будет. ждать, Но мы ее ждем и в Медеевском. Я скажу, куда ей идти. Хорошо. Слушайте, друзья, рада представить вам нашего утреннего гостя. Сегодня в нашей студии полиглот Мади Фазл. Мади, аньохасио, аньохасимика. Коничева. Thank you. Так, Хауну салай. смотри, два языка. Еще поздоровайтесь на всех языках. Gracias por invitarme aquí. Японский, по-моему. No, es español. Испаньол. Прошу прощения. Ассаламу алейкум, яхшимысыз, кандайсыз. Алейкум салам, яхшим. Вот молодец. Слушай, мы можем долго продолжать, потому что я вот, если взять все... Ты тоже полиглот? Ну, практически. Я могу попросить гипмен сигарет, бит, тубир, потом пинчулянга, и, в принципе, да, все. На этом мои познания заканчиваются. Вот. А вы владеете языком в полной мере. Давайте узнаем просто, сколько языков вы на сегодняшний день знаете. На сегодняшний день это, конечно, не считая казахского и русского, английский, испанский, японский, турецкий, французский. И вот буквально недавно я начал изучать еще и арабский. Господи, так легко, как будто, знаешь, вы умеете двигать, да, я умею двигать мизинцем, большим пальцем, указательным. А как все начиналось? Вот точно. Упал большой юридический словарь? Если бы, да. Нет, на самом деле процесс изучения вообще очень интересный. То есть никогда не было такого намерения или цели стать полиглотом. То есть все очень как-то само собой. Учитывая тот факт, что я в Японии учился, то есть 5 лет обучения в Японии, в итоге все как-то закрутилось, нам нужно было выбирать предметы по выбору там, чтобы, так сказать, кредитами заполнять, да, вот, и в итоге японский, испанский, дальше я жил какое-то время в Стамбуле, турецкий, то есть я просто, по сути, должен был изучать эти языки, чтобы, как бы, грубо не звучало, выживать. Вот. Владимир, вот скажите, вот у меня глубокое убеждение, что, как любой талант, почему-то к языкам должна быть способность к изучению языков. Хотя многие отрицают это и говорят, что труд, как говорится, постоянство и желание всегда любому подвластно изучению языка. На самом деле есть некий стереотип, да, многие люди думают, к сожалению, наверное, что должен быть какой-то талант или способность там, и так далее, но нужно все-таки разграничить момент, что у каждого человека есть определенные способности и таланты. Например, не то чтобы таланты, а именно вот способности. Например, какой-то человек более склонен к музыке, то есть более склонен к аудиальному, скажем так, воспроизведению, да, то есть кто-то склонен больше читать, кто-то склонен больше смотреть, визуально воспринимать какую-то информацию и так далее. То есть за счет того, что мы разграничиваем вот эти вот, скажем так, сильные стороны человека, процесс изучения языка, любого иностранного языка, он может, скажем так, дастся легче. Например, я свой путь
честно говоря, начинал с музыки. То есть я какое-то время увлекался музыкой, и за счет того, что вот аудиальные Да, ну и говорят часть, еще, хороший слух — это тоже залог Определенно, да, успешного да. изучения языка. То есть, Так вот в чем дело-то. А Почему я они тебе не думаю, даются, почему да? я до сих пор корейский не выучил-то? да, то есть люди делятся аудиальные, да, там, визуальные, кинестетики, дискреты. То есть если человек для себя разграничивает, кто он, то есть, соответственно, информацию воспринимать становится легче. А вот скажи, для тебя освоить язык — это значит говорить, вот, ну, скажем, грубо, без акцента, как говорят носители, или это не обязательно? Хороший вопрос, на самом деле, часто задают. Я, наверное, все-таки придерживаюсь каких-то максималистических взглядов все еще, и для меня, наверное, в силу моего возраста важно все-таки изучить язык, скажем так, до определенного уровня, может быть, не носителя, но до определенного, скажем так, свободного уровня, где... То есть, когда ты уже юмор понимаешь. Да. Вот. И послать на улице продавца можем, да, или какого-нибудь. Ну, пока... Нет, ну, если, допустим, смотри, вот если взять турецкий, скажем так, азербайджанский, там еще, допустим, да, ну, казахский. Родственные, да, Это, скажем да, так, это языки? одна языковая группа, там легче учить. Но вот он, когда сказал японский, испанский, я прям Да-да-да, думаю, прям да, вот это же рядом. против. Два совершенно соседствующих языка. Да, это на самом деле, я сам себе иногда задаю вопрос, Зачем? нужно было изучать Зачем я японский? учу этот язык? Да, не, на самом деле, потому что японский, он как раз-таки считается одним из самых сложных языков мира, учитывая, что там два алфавита, 5000 иероглифов, плюс еще формы всякие разные, то есть, да. Но, наверное, за счет как раз-таки того, что мы вот билингвальная страна, да, свободно говорим и на казахском, и на русском, казахский язык, он является неким мостом к азиатским языкам, к восточным языкам, а вот русский, он больше к европейским языкам. Для меня, на самом деле, было очень... Я очень удивился, когда узнал, что казахский, грамматика казахского языка очень похожа на японский. И люди вот очень часто делали комплименты, говоря, что как быстро вы так освоили язык. Да, осваиваете именно грамматику японскую. Я говорю, ну, за счет того, что казахский похож. Мария, вот сейчас наши телезрители сидят и думают, говорят, интересно, вот он, сука, рассказываем о нем, да, вот теперь давай будем демонстрировать. Так, ну давай, начни с предложения какого-нибудь. Вот просто, знаешь, не London is the capital of Great Britain, конечно. Да, ну давайте начнем. Вот скажи ему что-нибудь. Давайте с казахского начнем тогда. Давайте. Да, с нашего родного. Шақырғандарыңызға рахмет. Мыңда бір алғыс. Меняем язык. Thank you for inviting me here. It's my pleasure to be here and sharing my own experience with you. Gracias por invitarme aquí. Eso es muy interesante para mí, para estar aquí y hablar un poco. 皆さん、ここになんか誘ってくれて本当にありがとうございます。なんか私にとってはこのぐらいの経験が本当になんか大切なものだと思っています。Sizlere teşekkür ederim. Çok güzeller. Ama benim için burada olduğunda biraz iyi olmuş. Уважаемые зрители, не переживайте, это все нормально. Это не ваш телевизор вдруг переходит на непонятные языки. На другие каналы, это Мадия Фазл издевается над нашими. Классно. Мадия, а какой язык вот все-таки был самым сложным, может быть, для тебя? На данный момент вот недавний язык, который я начал, это арабский, но, наверное, все-таки японский, потому что я его все еще изучаю, несмотря на то, что я вот и учился в Японии. Где ты в Алмате нашел, ты с кем изучать? Но он же в Японии учился. Я в Японии учился, да, как бы я должен был его изучать, потому что, ну, в Японии никто не говорит на английском. А на кого ты учился в Японии? Дипломат. Да, он очень без, слушайте, но... Так дипломаты, если бы у нас такие были, которые без переводчика ходят, а то многие, знаешь, даже не знают английского, я знаю, есть такие дипломаты. Вот как здорово. Вот знаешь, я знаю историю одного дипломата. Так, самого недипломатичного, да, наверное? Поэтому мне надо с Мади заранее сфотографировать, чтобы потом во всех архивах мы вот так вот стояли рядом. А, это да. И это будет здорово. А вот скажи, а вот ты, когда с языка на язык переходишь, ну или говоришь, допустим, у тебя жесты, эмоции меняются, мимика? Да, конечно, это прям отдельный, скажем так, отдельная тема, потому что язык, вот мы привыкли, наверное, воспринимать язык как что-то абстрактное такое, что-то
очень лимитированное, да, то есть на самом деле это не так. Язык — это и культура, и история, и менталитет людей и так далее. Так что и вот всем, кто изучает иностранные языки, я бы рекомендовал все-таки погружаться глубже в процесс изучения, именно изучать и менталитет, и культуру, и, скажем так, людей, да, то есть как люди ведут себя в обществе. Это тоже очень важно. Слушайте, Да, у меня просто мне раз такой просто вопрос интересно, был. сны на каком языке снятся? Это традиционный вопрос, а просто... Интересный факт. Я когда жил в Японии, спустя год, я помню, у меня начали проявляться сны на японском языке. Какой прелесть. Вот, это уже значит полное Но погружение. сейчас все традиционно, сейчас все на казахском, на русском. Это серьезно? У тебя в голове происходил какой-то вот мультяшный персонаж? Ну вот без этого, говорят, вот без этого щелчка не происходит полное... Это ведь неспроста. На самом деле вот мы думаем, что человек думает на каком-то определенном языке, хотя это не так. То есть человек, он адаптируется под среду. То есть в зависимости от того, какая у него среда, соответственно, его мысли, его общение, его даже сны также адаптируются под этот язык. Вот. И живой пример. Вот. Ну, то есть, смотри, теперь все, если убрать всю воду и оставить все важное, ты говорил о том, что язык там не обязательно, что у тебя есть к нему стремление, нет. То есть советская система изучения языка. Читаем с первой страницы до обеда, и потом с обеда и до последней страницы, она в итоге работает или нет? Хороший вопрос тоже. На самом деле... Дипломат. Да, он, оказывается, у всех хорошего. Я думаю, только у меня. Это как на американских ТВ-шоу. Thanks for the question. Really good question. Да, на самом деле, любая методика, у любой методики есть место быть. То есть нету такого, что какая-то методика уникальна. Проблема людей в том, что они стремятся за какой-то волшебной палочкой и думая, что вот и конкретно применяя эту методику, можно добиться каких-то быстрых результатов. К сожалению, это не так. То есть, опять-таки, да, возвращаясь к первой теме, нужно понять для себя, каким человеком вы являетесь и как вам удобнее воспринимать ту или иную информацию. То есть, да, если вы все-таки человек, например, я не знаю, естественных наук, но вам нужно изучать английский язык, скорее всего, вам подойдет именно дисциплина, каждый день изучать по 5-6 новых слов, закреплять их и так далее. Что касается, например, людей творческих, каким я сам являюсь, это посредством музыки, посредством эдутеймента, да, то есть это гейминг какой-то и так далее. То есть все индивидуально. Так, слушай, товарищ творческий, умеешь играть? Немного. Немного? Давай. Нет, на самом деле, для чего-то же у нас есть инструмент. Тогда японскую мелодию. Давай. Вот давайте что-то такое, чтобы, что-нибудь. знаешь, прям действительно порадовало, обрадовало. Позвольте, я даже включу сейчас. Так. Звукоизвлечение. Мы готовы. Итак, национальная японская песня. River flows in you. Поехали. Аниме, это же... Весенний вечер в студии нашей программы начинается интересная атмосфера. Гульчика, вот живой пример того, что талантливый человек. Это не из Хатико? Всё. Хатико? Вау, я узнала точно. Тема классная. Браво. Слушайте, ну вы действительно талант. Молодец. Ой. Слушай, Пожелайте всем нашим телезрителям на любом языке, какой вы сейчас вот выберете. Хорошего дня. Давайте на родном, да, наверное, казахском. Давайте. Достар, сіздерге сәттілік, тіл оқып үйрену деген өте ұзақ мерзімді процесс, сондықтан міндетті түрде өздеріңіз еңбекқор болыңыздар, сабырлы болыңыздар. Тіл үйрену деген 2 айда, 3 айда үйреніп алатын дағды емес, сондықтан барынша сабырлы болып, барынша еңбек етуге шақырамын. Маги, вот сейчас половина, наверное, все женщины, особенно мамы, которые смотрят наш эфир, прям такие смотрят, говорят, қандай тамаша, қандай керемет. Женат? Нет, быстро ответь. Нет, не женат. Не женат, поэтому я представляю, письма какие с фотографиями требования все-таки отправляйте к нам. Он же самый настоящий сын маминой подруги, понимаешь, вот этот языки знает, на играет на фортепиано. Дипломат, опять же. Слушай, я себя сейчас Гузеева буду чувствовать просто. Женить народ начну. Ну что, большое тебе спасибо, хорошего дня, дружище. Спасибо.
Ну, Ну, а друзья, мы- продолжаем. Да, мы сейчас посмотрим анонс, что нас ждет на телеканале Алматы, а потом продолжим. Далеко не уходите. Доброе утро, друзья! Мы продолжаем нашу самую утреннюю программу. Надеюсь, что наше настроение вам передается. На этой неделе прекрасная студия, чуть не сказал, дежурят. Ну, по крайней мере, будет почему? прекрасная Мы дежурные Гульнара по утру. Дусматова. И Скромный. прекрасный, скромный, солнце казахской поэзии. Продолжайте. Данияр Батырбаев. Ну, мы продолжаем. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган направил благодарственное письмо Касым-Жомарту Токаеву за помощь и поддержку турецкого народа после разрушительных землетрясений в Турции. Как говорится в письме, помощь Казахстана стала большой поддержкой турецкому народу в борьбе с тяжелыми последствиями землетрясения. Мы с благодарностью вспоминаем спасательно-поисковую работу, которая проявляла самоотверженность и мужество при спасении людей. Реджеп Таип Эрдоган пожелал Касым-Жомарту Токаеву и всему дружественному и братскому народу Казахстана благополучия и процветания. Ну а к нам подключилась с другими новостями наш корреспондент Дильнара Зейнуллана на прямой связи. Дильнара, доброе утро. Доброе утро. Ну что, порадуй, пожалуйста, всех, кто смотрит нас не из Алматы. Как погода? Потеплело На хоть улице, немного? Да, кстати, очень тепло. Знаете, на выходных было так холодно, что я думала, что пойдет снег. Однако сегодня погода прям радует. К сожалению, я Дильнару очень плохо слышу. Надеюсь, что наши телезрители слышат лучше. Ну, самое главное, что потеплело. Это радует. Теперь давайте к мировым новостям. Да, давайте перейдем. У меня к вам такой вопрос. Вы когда-нибудь занимались серфингом? Серфингом? Да. Ты знаешь, у меня инстинкт самосохранения, он сильно развит. Нет, не занимался. А хотели бы? Ну, конечно, Это большое ты у нас по всем вот таким вот экстремальным видам спорта. Ты, наверное, занималась. Я, к сожалению, нет, но очень хотела бы. Я прям представляю себе этот серфинг-клуб «Большая Алматинка». Приглашаем всех. Так, а к чему был Перейдем вопрос? тогда к новости. Австрийский серфер, он провел на волнах более 30 часов, чем и побил мировой рекорд. Однако на этом мужчина не собирается останавливаться. Его новая цель – это установить новый рекорд, то есть скользить на волнах 40 часов. Да. Как раз-таки время от времени ему нужно выходить на берег, чтобы попить воды и пройти медосмотр. Помимо физической усталости, ему нужно терпеть также жару и жжение в глазах, потому что там очень соленая вода. Да. Мне кажется, через 40 часов его можно прям с пивом, знаешь? Да, я тоже хотела. Потому что с этого момента этого человека можно называть еще и вяленый. Есть еще большой риск, что он может встретить акулу или же получить ожог от морской, от морской Вот здесь звезды. да. Да. Слушай, на что Ну, только я не люди понимаю, не ну идут, вот и чтобы войти да. в историю. Правда, ну что ж, удачи ему. Ну, надеюсь, Так. у него получится. Будем надеяться. Ну что, удачи тебе, серфингист из Вяленый. Австралии. Вяленый. Давай, Так, дальше. Продолжаем дальше. Когда вы Здорово. ходите в кафе, в рестораны, в разные заведения, то вы обращаете внимание на подачу? Подачу блюда или На десерта? подачу блюд, естественно. Конечно. Э, Для Гули главное, чтобы она была свежая и вкусная. Для меня главное, чтобы просто Нет, она имеет в красивая. виду про подачу, это форму, да? Как Да, как преподносят. подают, именно как преподносят. Мгм. И что? Так Обращаем. как ловкие движения рук и своеобразный танец дедушки стал очень популярным в сети. Этому дедушке 80 лет, и на протяжении 50 лет он подает десерты ежедневно. Это японский десерт, который называется пурин. Это карамельный пудинг. Однако в день он подает только 50 порций. В кафе очень много клиентов, но, к сожалению, не всем удается его попробовать. И, кстати, о том, что он стал очень популярным, он узнал от своих клиентов, так как сам дедушка не пользуется смартфоном. Классно, Вот какая ему забавная некогда, ему история, пудинги делать очаровательная. надо. Так, хорошая новость, молодец. Такая, знаешь, прям Мировая. новость для десерта. Вот. Давай дальше. В Помпеи доставили партию лохматых газонокосилок. Как вы думаете, что это или кто это? Ну, наверное, какие-нибудь Ёжики. коровы. Это овечки. 150 овец будут следить за порядком на территории археологических раскопок. Они будут защищать древние здания и руины от разрушения растительностью.
Таким образом, если нанять людей и технику, уйдет очень много средств. Однако также они не хотят использовать газонокосилки из-за того, что они загрязняют воздух. Или же пользоваться другими химикатами, так как они могут плохо сказываться на почве или же животных и могут привести к другим проблемам. Вот так. Вот Это вообще потрясающе, да? Причем Придумано. для Казахстана так Креатив какой. неожиданно, необычно. В Казахстане такое тоже можно? Мне кажется, по сути, насколько да. так не работает. Вообще, на самом деле, по этой же логике можно говорить о том, что голуби защищают наши дороги от разрушения, покрывают дома специальным слоем защитной пленки, а больше всего голуби любят, конечно, памятники. Они такие ценители высокого искусства. Ну Ой, что, здорово. Ну, Дильнарочка, прям большое тебе повеселила, спасибо. Нарочка. Хорошие новости. Утренние, Хорошего такие эфира вам тогда. позитивные, Пока-пока. веселые. Еще есть новость. Куда пока-пока? А, есть еще новость? Конечно, А я да, уже вы с со ней мной так прощаюсь. попрощались, я думала, уже время. Нет, говори тогда. Хорошо. А вы помните, какие у вас были первые гаджеты? Я помню. Эриксон А1018. У меня пейджер был. У тебя был пейджер все-таки? Нет, у меня в 98 году появился Эриксон. Ну, Ой, это какой классно. круто. Сразу Спрашиваю это не просто так, потому что кенийские изобретатели, они совершают ежедневно обычный обход свалок в пригороде Найроби. А как вы знаете, здесь золотая жила ценных для них ресурсов – это электронных отходов. Из них они изобретают различные гаджеты. Потом эти люди, изобретатели, они ходят в школы и рассказывают детям, как и из чего они изобрели этот гаджет. А также дети уже мечтают о том, что в будущем они будут создавать такие же гаджеты и помогать другим людям. Вообще здорово. Да. Вот какие, люди. Ты понимаешь, не все же вот так вот выбрасывать и все, да? А тут делать из старого я еще новое. тот Плюшкин, я в жизни ничего не выброшу. Так У тебе меня- вот к у меня ним надо, даже, у меня, знаешь, к что есть? кенийским изобретателям. Конечно, у меня до сих пор в полке можно найти тонкую зарядку на Nokia. Зачем она тебе? Вот я не знаю, я никогда Просто ничего не на память, выбросил. наверное. Ой, Дильнарочка, смотри, сколько ты дала почвы для веселья нам. Я очень Спасибо тебе большое. Увидимся. рада. Хорошего Хорошего дня. эфира и хорошего дня. вам. Пока. Но мы продолжаем, потому что в нашей студии уже появился звездный видеограф, создатель креативного контента Азамат. Азамат, доброе утро. Почему так просто Азамат? Доброе утро. Где фамилия? Фамилия Алькешев. Алькеш. А фамилия моя Слишком известно, чтобы я произносила ее вслух. Слушайте, ну новости вы сейчас с нами посмотрели. Да. Какая вам показалась самой забавной? Самое забавное про кенийских ребят, которые собирают мусор. Правильно. И собирают из них телефоны и пейджеры. Классно, а мы вот... Честно, вот я просто знаю, что если ты работаешь с видео, то есть вообще с техникой, она примерно каждые 2 года будет устаревать однозначно. Через 5 лет уже этот объектив будет казаться просто подзорной Раритет. трубой из пластика, да. Соответственно, я представляю, какие склады дома техники-то. Но я не такой, как ты. Вот так. Я ее не собираю, я ее продаю. То есть О, Бог! Слушай, вот Можно, это- да? Так можно, Ну, да, конечно, техника устаревает, но есть новички, которые хотят купить что-нибудь подешевле для того, чтобы начать тренироваться, Ну, зарядку от обучиться. Nokia он вряд ли уже продаст, да? Я подожду А то он сейчас еще, побежит, вы еще так 20 ему не лет. давайте ложных надежд. Мне кажется, зарядка от Nokia есть у всех дома. Тонкая. Есть все-таки, видишь? А, вот все-таки есть, да. Да, на самом деле это правильно, это же очень хороший ход, потому что не просто складировать технику, а постоянно ее продавать и свою совершенствовать же, да? Да, да, несомненно. Ну давай, для профессионалов, на чем работаешь сейчас? Я работаю сейчас на камере. На камере Sony. Просто Sony? Да. Ты же скажи, на черненькой. На серенькой. На серенькой. Вот так поговорили профессионалы сейчас языком. Да, но вот нет для профессионалов. Можно мне вот эта функция Reels в Инстаграм? Для чего она была создана? Функция Reels? Reels в что Инстаграм. А, это вот, я Не, понял. ну, обладать тонкой зарядкой. На самом деле для Nokia. функция Reels была создана разработчиками Instagram для того, чтобы повысить охваты людей, органически продвигать видео. Я скажу так, они скопировали это с ТикТока, потому Да, что... вот. Я что и думаю, какая разница между Потому что ТикТок за 9 месяцев набрал аудиторию такую же, как набирал Инстаграм в течение 9 лет.
Представляете? То есть Вот это да, и вот это Инстаграм рекорд. они поняли, что нужно видео делать вирусными, чтобы они были быстрыми, чтобы они продвигались органически. Для этого сделали функцию Reels, для того, чтобы люди органически могли, любой человек там со 100 подписчиками мог набрать охваты в миллионы. Это, кстати, хорошая вещь. Ну А вот с это другой стороны- сократили вот это время, краткость сестра таланта, я Да. понимаю. Ну а если ты что-то еще хочешь, то уже невозможно в Инстаграм. Почему? В Инстаграме возможно выкладывать очень длинные видео, но сейчас век Короткого восприятия, да? короткого контента, когда нужно в Контента, первые, раньше говорили 3 секунды, сейчас в первые секунды нужно человека выдать, завлечь чем-то, завлечь, посмотреть, опа, все, я посмотрел, и 15-секундные видео, как изначально делал ТикТок, также вводил и Инстаграм. Ну, при этом сейчас можно просматривать видео до 1,5 минуты, поэтому здесь никаких ограничений нет на самом деле. Азамат, вот про тебя сказано, звездный видеограф. Вот эту вот приставку звездный, с кем работал или работаешь, или же просто на себе, скажем так, звезды находишь? Не, на самом деле я работаю со звездами нашей казахстанской эстрады. Так. Такие как Дильназ Ахмадиева, Так. Диная певица, может быть, знаете, Луина певица, может, Конечно. знаете. То Вот есть на это- экране у нас. Да. Твоя работа? Да, моя работа. Ага. Это мы сейчас про видео говорим, если что. Да. Мы работаем. Также я работаю с блогерами, наши алматинские блогеры, блогеры-миллионники. Поэтому, Слушай, вот раньше были города-миллионники, теперь блогеры-миллионники. да, и в прошлом году, вот я буквально в 2022 году получил премию «Звездный видеограф No. 1». Ну, я не знаю, насколько она международная, но так сказали. Выданную Азаматом Алькишевым? А? Выданную Азаматом Алькишевым? Ну, я не знаю, какая это это была было? организация, но позвали, вручили такую премию. Здорово, поздравляем, это классно. Слушай, а вот эти вот самые блогеры, это кто? Просто для себя интересно. Дарья Александрова. Да, там я работал есть? с Дарьей Александровой. Все, тогда я понял. Это крутые блогеры, на самом деле. Даш, привет тебе большой. Да, с Дашей мы тоже А с работали. простыми-то вот смертными работаешь? Ну, вот этими серыми вот людьми, ну, людишками такими Про кого? обычными. Да, вот как я, например. Конечно, работаю абсолютно со всеми, но в меру того, что график у меня очень плотный, Я могу работать со всеми, у них гонораров на меня просто не хватает. А я могу. но я думаю, мы с вами договоримся. А вот смотрите, Вот так вот. как качество контента влияет все-таки на восприятие и продвижение соцсетей и бренда? Ну, качество влияет, конечно, но, знаете, я вам скажу так, сейчас технологии последних смартфонов, смартфоны в целом неплохо снимают, поэтому можно делать хороший качественный контент и на телефон. Не обязательно, чтобы у вас была профессиональная камера, как у меня, хотя я очень уж долго пользуюсь профессиональным оборудованием, поэтому и на телефон возможно снимать качественный контент. Все зависит от ваших навыков, от того, насколько у вас есть видение, творчество. Поэтому качество, конечно, влияет, но все-таки идея работает лучше, когда у вас есть творческий, идейный контент. А вот до вот этого всего, этой моды, этого взрыва, видеографы, мобилографы, вы чем занимались? Я, как и все, начинал со свадеб. Любой видеограф начинает со свадебной съемки. То есть вы были, ну, как раньше назывался, оператор, да? Обычный оператор свадьбы. Вот я сейчас смотрю на лица наших операторов, они сидят и понять не могут, кто такой видеограф. Вот у меня советская школа, я знаю операторов, я знаю фотографов. Знаете, видеограф понятие вышло, ну, возможно, где-то относительно недавно. Почему? Потому что раньше был оператор, был режиссер, был фотограф, да. Инженер, монтажер. Да. В наше время это вот, наверное, больше со свадеб зародилось, потому что в наше время на свадьбу не позовешь отдельно оператора, режиссера. Поэтому видеограф — это тот человек, который содержит в себе Универсальный человек, оператора, универсальный он же монтирует, он же там режиссер-постановщик, он же там свет себе где-то поставит, как нужно, он же там на стадикаме поработает, он же там тележку какую-то маленькую принесет. То есть это человек, оркестр, да, который содержит в себе все вот эти творческие профессии, их объединили. Раньше был фотограф, теперь есть и видеограф, который все это делает. А ты это как осваивал? Вот сразу или постепенно? Знаете, ну, я работаю где-то с 2010 года, то есть свадеб я снял на самом деле достаточно много. И был момент, когда уже когда несколько лет я уже проработал, хотелось немножко повышения квалификации, поехал в Москву и в Москве немножко дообучался. Вот я хотела
узнать, да, учался. Да, да, я учился в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино. Ага. Вот, да, и, ну, получал там знания, но, честно скажу, нам давали знания по пленке, по вот этим вот старым видео, вот эти вот большие Вам дали аппараты. классику. Понимаешь, вот Это говорят, чтобы основу. хорошо водить на автомате, Конечно. нужно на ручной, да? Однозначно. Все верно. Управление. Гуля, а помнишь, мы с тобой смеялись, как-то я говорю, что у всех видеографов есть любимая, да, любимая фишка. Вот сейчас я покажу просто, а ты Давай. объяснишь, почему так происходит. Помнишь, да, вот это вот? Да. Да. Зачем Это- вы все делаете вот таким Это для вот чего? образом? Для того, чтобы Что вот это так за движение? воспринимает сейчас, да, потребитель? Знаете, сейчас же опять же повторяется о том, что творческий контент, завлекающий контент, это делается больше для динамики, но я, честно говоря, не очень люблю, когда делают вот так вот резкие Я движения. думаю, что вы так не делаете. Я так не делаю, Классно. к сожалению или к счастью. К счастью, к счастью, к счастью. Потому что все возвращается все равно на круги своя. Я думаю, что это время тоже пройдет. Все-таки искусство и творчество, оно впереди должно идти, правда же? Вы же всегда об этом заботитесь в первую очередь. Да, знаете, сейчас я заметил, сейчас очень в моде снимать в ретро-стиле. То есть возвращается вот уже все равно. начинается И потихонечку, вот о чем это я вот говорю. пленочное фото, пленочное видео, эффекты вот эти пленочные, они тоже возвращаются. И сейчас даже модно где-то где-то в черно-белом снимать. То есть это тоже мода повторяется, она постоянно апгрейдится. И за счет того, что у нас есть технологии, есть возможность на последние смартфоны снимать качественную картинку, можно оптимизировать это вот под вот эту вот старую пленку, сделать какие-то потертости в кадре. Это все красиво смотрится, это люди любят. Вот касательно того, чтобы снимать, вот опять же мы сейчас загорелись о телефонах, заговорили, и вот на многих корейских, я не буду называть марки, телефонов, все получаются такими красивыми. А в жизни почему-то не всегда так происходит. Знаете, вот я с вами согласен, на многих корейских и китайских телефонах уже есть встроена функция ретуши лица, там, где у вас уменьшается овал лица, где становятся большие глаза, становится там курносый носик, да, то есть есть прям стандартная функция, которая улучшает вас. Ну, это тоже тренд, я считаю, поэтому они тоже любят, корейцы даже любят вот эти пластические операции, они же все себе все... Сейчас они все протестуют против этого, кстати. Ну, Делают Инстаграм. Вот как-то точно потому, что Инстаграм хочет ввести вот эту функцию, чтобы предупреждать. Да, Были фильтр, внесены изменения. маска, там, фильтр, да, да. или это маска. Вы знаете, в Инстаграм даже некоторые маски удаляет, которые именно работают на коррекцию лица, то есть они уже, даже контент, допустим, если косметологи выкладывают какой-то контент до-после, Инстаграм блокирует этот контент, потому что сейчас прекрасно. Инстаграм за трушность, то есть за правду, за то, чтобы лица были Отлично. настоящие, поэтому это тоже выйдет из моды. Типа, кто бы говорил? Но вам маски не надо использовать. Я не про это, я просто вспомнил Гуль, некоторых казахстанских, скажем так, селебрити, да, див, которые, вот их посмотрим в Инстаграме, такие интересные, а человек приходит, мы такие, а вы кто? Да, такое тоже Это же бывает. я, да? Это же разные люди. Это, помните, такая шутка была, когда если меня будут искать по фотографии Инстаграма, то меня не найдут. А можно похвастаться? Мне недавно сделали комплимент. То есть, говорит, Что ты в жизни сфотографировали, говорит, сейчас обработаю. И такая говорит, а на тебя обработка даже не ложится. Знаешь, я вначале обиделся, а оказывается, это даже подкатывали ко мне так. Да, это правда тебе Комплименты говорили. сказали. Ой, друзья, вот интересная очень беседа, но она продолжится сразу после рекламы. Не переключайтесь. Да, он же здесь Я так действительно рекламу внимательно переживаю. смотрел. Я теперь хочу посмотреть этот ящик Пандоры. Я так внимательно слушал рекламу, что забыл о том, что у нас в студии замечательный звездный видеограф, создатель креативного контента Азамат Алькеш. Азамат, а скажите, пожалуйста, вот если вам доверяют, приглашают вас поработать, все, они полностью сохраняют ваши идеи, или вы спорите, может быть, с клиентами, или исходя из желаний клиентов вы идете? Ну, прежде чем мы встретимся на съемке, мы, конечно, обговариваем и сценарий, и как что будет. Хотя иногда бывает, что у нас все экспромтом. То есть давай соберемся, а давай сейчас снимем, а давай. То есть всегда бывают разные ситуации. На самом деле, редко, когда мы спорим, я стараюсь очень дружелюбно подходить к своим друзьям-заказчикам. Почему друзьям-заказчикам? Потому что все люди, с кем я работаю, мы со всеми дружим. Это, наверное, один из лучших показателей и фактор, который действительно сближает. И у человека появляется больше доверия к тебе, и по контенту мы находим общий язык друг с другом. Поэтому в первую очередь дружба, нетворкинг, он очень важен.
Давай, самое необычное, что приходилось снимать. Не было такого, что, допустим, Азамат, давай ты встанешь вот туда в костер, и оттуда будешь меня снимать, как будто пламя вокруг тебя. И загорелось вдруг нечаянно. Я вам расскажу немножко другую историю. Когда мы несколько лет назад, когда я еще не работал со звездами, я был обычным человеком, который снимал выписки с роддома, даже такое было. Обычным человеком. Вы знаете, вот это, когда вот выносят, да, да. когда вот это все. И на одной из выписки ко мне подошел молодой человек, говорит, у меня жена вот рожает, а ты можешь снять процесс? И я такой, в смысле процесс? Сейчас это всюду. Да, я, в смысле, ты, наверное, был Потому что первый. Александровой просто подошел такой, говорит, Погоди, ну и что, рассказывай. Не просто процесс, вот как вот, ну, там, прикладывание и так далее. С самого начала. Именно вот весь этот вот процесс, родов когда сейчас снимают, как да. женщина начинает тужиться, вот эти все крики. Я говорю, ну окей, ну, понятное дело, что мы за деньги, да, как говорится. за деньги, да. Вот, и я говорю, ну хорошо, это будет вам... Я назвал рандомную сумму максимально высокую, чтобы он отказался. Да, а он Он согласился. такой, окей, все хорошо, пойдем. Говорит, она как раз сейчас вот мы привезли, и, ну хорошо, без проблем. Ну, значит, ну что я сделал? Я поставил на штатив, включил, просто отвернулся, вот там мне одели вот этот халат, шапочку, вот это все, чтобы я был процесс. И единственное, что я не занялся монтажом, я просто вытащил флешку, отдал заказчику, говорю, я вам эту флешку дарю, сами смонтируйте как-нибудь. Ах, вот. Слушай, ну А сейчас эти необычно, услуги, говорят, в роддомах уже прям вот... Да, ну, это для меня и каким-то шоком было, но и тоже опыт. Конечно, это опыт. Зато роды принимал. А у самого семья есть? Да. Дети? Есть. Ну, Фотографируешь, процесс снимаешь рождения всех. своих детей ты не снимал. Ну, нет, к сожалению, не снимал, но мне кажется, в этом состоянии ты как-то в стрессе постоянно. Да, лучше пусть кто-то другой поснимает, это правда. Слушай, ну давай напоследок буквально один вопрос еще успею задать. Учеников берешь? Да, я обучаю. И у меня есть и наставничество, и онлайн, и офлайн обучаю. Я почему спрашиваю, потому что, видишь, вот по студии ходят наши СММщики. Ну что, делегируем тебя, отправим тебя, так сказать, на обучение к гуру и к мастеру. Давайте короткий блиц. Давайте. Буквально там Давайте. короткий вопрос и быстрый ответ. Портрет или пейзаж? Портрет. Сторис или лента? Рилс. Ага. Интересная работа или деньги? Интересная работа с деньгами. О, самый большой гонорар я получил за съемки в роддоме. Наверное, да. Я скажу нет, если... Я скажу нет, если мне предложат снимать что-нибудь там, прыгая с парашютом. Нет, наверное. Вы снимаете по дружбе? По дружбе снимаете для друзей? Ну, не за деньги. Не за деньги, по дружбе. Не за деньги. Братан, вот если не сложно. Но там, стараюсь не будешь снимать не за прыгать. деньги, но бывает, честно. Если звезда капризничает, я Я с ней не работаю. Если меня- мечтаю поработать Я мечтаю поработать? с... Я мечтаю поработать. Быстро! Ну, наверное, с президентом. Молодец, с президентом. Вау, все. Слушай, ну, плохо тот солдат, что мечтает стать генералом. Браво. Азамат, большое спасибо за то, что это утро встретили вместе с нами. Ты потрясающий, у тебя классная энергетика. Я желаю тебе легких съемок, не капризных, ну и поменьше, наверное, тебе экстремальных мест съемок. Да, спасибо большое. Всем хорошего Спасибо дня. вам, удачи. Ну что ж, друзья, ну вот и наше время сегодня в эфире подошло к концу, но завтра мы, как всегда, на этом месте и будем дарить вам хорошее настроение, делиться самой интересной информацией. Пока-пока, одевайтесь тепло. Город мечты, вдохновение, хорошее настроение, заряд эмоций. Праздник каждый день, бодрость и позитив. С добрым утром из Алматы!